собрались знакомые мне. Ну, начну с того, что вот я пришла сюда и видела стенд. Все мне знакомые, до боли знакомые люди сидят, портреты их. Я с ними... Спасибо. Я росла на их глазах, на глазах этих людей. И, конечно, я не думала, что я там расту среди интеллигенции. Слепцов Георгий Алексеевич, брат, родной брат моего отца, Гаврила Алексеевича. Ну, многие знают, наверное, Гаврила Алексеевича, он работал в библиотеке общества слепых. Заслуженный работник культуры и, как сказать, как называют, говорящий, открыл историю звукозаписи, он первый открыл у нас в Якутии. Я помню, как он открывал, рассказывал. Ну, короче, это не про него речь, про его брата и про его супругу Зинаиду Федоровну. Зинаида Федоровна и Георгий Алексеевич, как сказать, ну, я к ним приходила, конечно, мы общались, родственники. И когда они первый раз прилетели из Ленинграда, я впервые увидела дядю Гошу, Георгия Алексеевича, Зинаиду Федоровну, и с ними приехал маленький сын их, Коля. Ага, я помню, он в Якутском не разговаривал, естественно, потому что в Ленинграде он жил, там несколько лет они жили. Вот. И что хочу сказать. Они очень, правда, интеллигентные люди. Я в первый раз, я как-то у них ночевала, утром встала, и они мне говорят: доброе утро, говорят, а у нас дома не заведено доброе утро. Доброе утро, Зиночка, почему не говоришь доброе утро? Доброе утро, так вот оно. Ну, короче, очень интеллигентная семья была. Есть с кого было брать пример. Зинаида Федоровна была идеальная хозяйка. Вот я никогда не представляла, что незрячая женщина, у нее дома идеальная чистота. Моя мама говорила: вот ты дома не убираешься, у тети Зины видела, говорит, какая незрячая она, идеальная чистота. Ну, короче, она меня все время пугала, что тетя Зина придет, полы если грязные, она это заметит и все такое. Правда, у них дома такая идеальная чистота, все на месте лежит, нигде ничего не разбросано. И готовила она. Она еще вязала, между прочим, кто не знает, крючком. Она просто меня спрашивала, какого цвета нитки, там все такое. И выращивала она, и помидоры на подоконнике у них росли на кухне, я это помню. В общем, они очень дружные были, как-то вот друг к другу они подходили, с полслова друг друга понимали. И в одно время я, когда вот у Пантелеймона Романовича, брат родной есть, Семен Романович, и я с ним, с его братом, он закончил университет математический, да, физико-математический, и ему нужен был ассистент. У него тоже зрение было слабое, даже слабовидящее, да, плохое зрение. И вот он тут на стенде. И папа мне сказал: Зина, а я школу как раз заканчивала, я хотела поступать сразу в педучилище. Папа говорит: надо сначала практику иметь 2 года, тогда тебе легче будет. И хочешь с Семеном Романовичем Макаровым работать ассистентом? Я говорю: а что это такое? Ага. Ну, будешь там тетради проверять, на уроки присутствовать. Ну, я молодая, мне так интересно стало, хорошо сказала. Ну, вот мы год с Семеном Романовичем, вот Семена Романовича я тоже очень хорошо знаю. Мы с ним очень хорошо проработали 2 года. Правда, после первого года я хотела уйти, из-за того, что все начали думать, что мы муж с женой. Почему? Какие-то вопросы мне задавали. А я только школу закончила. И все так это, как сказать, сочувствие. Зинаида говорит: Семен Романович, можно спросить? Я говорю: что? Семен Романович, ваш муж, да? А я сразу: нет, вы что? Ну, я молодая была. Считала, что он старше. Как могли подумать. Вот. Но мы с ним, правда, они говорили, учителя: вы так дружно ходите вместе, как будто муж с женой. Ну, конечно, я приехала, папа у меня незрячий был, мама тоже плохо видела. Я жила среди незрячих, поэтому я всех вот так под руку держала, сопровождала. Где там, если что-нибудь на костюме там ел, ничего не запачивается, всегда его чистил, даже у них в голове не было, чтобы там простить или как, ну, по-свойски. И
Он меня уговорил второй год с ним проработать. Еще больше того его жена попросила. Зиночка, не бросай ему нашего папу, вместе работаете, хорошо работаете. Потом директор меня вызвала, как сказать, как-то его звали. Ну, короче, вызвала директора этой школы, он работает в 27-й школе. Он работал в зрячей школе, общеобразовательной, поэтому ему нужна была ассистент. И вот она вызвала и говорит: Зинаида Федоровна, говорят, что ой, Зинаида, говорили, да, я тоже Зинаида. Кстати, мне в честь Зинаиды Федоровны, у них детей пока не было, меня назвали, я родилась в 56-м, меня назвали Зиной, в честь нее. А потом у них дети появились, Лидочка и Юрка в школе. Ну и вот, я о чем говорила, я говорю. А директор, да, говорит, выслала меня и говорит: вы что, такая важная? Мадам сидела такие, вот я ее боялась. Горбов, как-то фамилия была, Васильевна. Она говорит: вы что, хотите Семена Романовича бросить, что ли? Уйти хотите из школы? Я говорю: да, я же хочу поступать. Говорю: я что-то все время что-то такое сказала. Она говорит: а я вам трудовую книжку, говорит, не дам. Я так опешила, как это так? Ну, я молодая была, поэтому давайте отработайте еще 1 год, она сказала. Семен Романович очень сильно переживает, что где он найдет быстро так ассистента. Ну хорошо, ладно, сказала, скрипя сердцем. И 2-й год отработала вместе с ним. Ну, он, конечно, тоже был замечательный учитель. Ну вот я начала про дядю свою, про тетю, и, ну, со всеми с ними общалась, и Илью Егоровича тоже знаю, помню. Такие хорошие люди, среди таких добрых, хороших людей я, оказывается, жила и росла. А Владимира Сергеевича, помню, маленькая была твоего отца. Ага. У него такие длинные волосы были, такие волнистые, густые. И я так смотрела его, боялась, маленькая была. И папа спрашивал: это кто, папа? Когда он ушел: папа, это кто? Дяденька поп, да? Спросил. Папа так засмеялся. Почему ты так подумал? Ну, он как поп, у него длинные волосы, говорю. И потом я еще стала его называть почему-то Бабоккета, Бабоккета. Вот так вот, помню в детстве. А еще Прокопий Николаевич я помню. Он был нашим соседом, Романов Прокопий Петрович, извиняюсь. Прокопий Николаевич я называю у меня на работе начальник Прокопий Николаевич Заровняев. Вот. Тоже интересный человек, очень творческий, я про него очень много рассказываю, я прямо удивлялась, как он совершенно незрячий человек играл в шахматы, играл в шашки. Помимо, ладно, в шашки как-то фигуру можно осязать, в общем, да. А в карты, как он играл, я вообще не понимала. Со зрячими людьми играл в карты. Он такой азартный был. Ну, короче, очень интересный человек. На баяне играл, пел, хамусистом был. Вот где он не притронется, все у него, как сказать, было только отлично, по-моему. И я даже помню, мы с отцом поехали в Москву, папа был, на плену куда-то поехал. Я не помню точно, как это было. Вот, короче, я в каком классе была, 4-м, что-то начала плакать: я хочу с тобой, я хочу Москву увидеть. Короче, добилась того, что он меня повез. Ну, я единственная дочь искала, видимо, он меня повез туда. Я помню, пошел в театр, там Прокопий Петрович играл шамана. Из Якутии приехали, фестиваль был, там Лобанов был, Матвей, наши приехали. И папа сказал: сейчас дядя Продин будет играть шамана. У него бубен был, костюм, вот это вот я тоже помню. Вот среди таких людей, а Юрий Вениаминович Писарев, я его тоже с детства знаю, даже его маму помню, бабушка была. Только у нее имя интересно, Мелания, вы не помните? Юрий Вениаминович, он занимался языком эсперанто, я помню, я еще спрашивала, что это такое у папы. Это международный язык, это не каждый может. Короче, очень. Они сейчас в Москве, я с ними переписываюсь по WhatsApp, женой ему со Светой. Вот. Очень умный тоже человек, тоже в шахматы играл. А Романов Прокопий Петрович, он даже с Карповым играл. И немногие это знают, и со мной спорят, думают, что я совсем уже из ума выжила. Я как-то сказала невестке
Прокопия Петровича Тамари. Ваш... Он сыграл еще. Вот по Тельмону Романовичу я спросила, он говорит, да, говорит, играли. Ну, значит, у меня еще все на месте, мозги помню. Я не придумала же, говорю. Я почему помню? Потому что это мама сказала, я к Романову пошла пирожки, говорит, стряпать. Потом я поднялась, мама тесто целое ведро замесила. Тетя Дора была, бабушка Оксанова ваша. И они смеются, и я говорю, а куда так много теста? Ну, я уже взрослая была в школе, в старшем классе, а мама говорит, тетя Дора смеется, Карпов келер, Зина, Карпов келер. Глянда, гроссмейстер, манна, пирожки. Ела на эти пирожки или нет, я не знаю, но они что-то смеялись, веселые, мама у меня любила тоже пошутить, посмеяться, они вдвоем подружки, что-то на кухне маленькой, пирожки с тряпами. Я так подумала, неужели это правда? Папа спросил, папа говорит, да, говорит, это Карпов, дядя Проня будет играть с Карповым. Это я помню хорошо. Потом папа пришел такой довольный, ходит у него тоже. Они же все такие эмоциональные. О, Проня, молодец, он с Карповым в ничью сыграл. Ага, я-то слышу, ага, надо ж так. И потом говорит, наверное, говорит, нигде не скажут, ни по радио, нигде. Это же позор для Карпова. В газете нигде не напишут, что незрячий человек вот в ничью сыграл с Карповым. Вот так вот. Вот такие люди были, очень творческие, очень влюбленные в свое дело. И Зинаида Федоровна, и Хватюка, и Георгий Алексеевич, они своих учеников любили как своих родных детей. Они их ждали и знали, где они находятся, даже после школы, с ними общались. И, короче, вот так жили все дружно, интересно было очень. Вот так вот. Ну ладно, я жду. Оксане, у нас родственница Оксана Слепцова, она тоже хочет где-то, да, наша родня. Өйдө күнінен күнді ғылчыттар Пантелеймон Романович Кәджеттаны республикаға қахан тағаны оңғылуатақ тәрәхіні орығын жердегінігін незрячая интеллигенция мұтейген. Күндік бұл қарға сол жонлар бейгі республика бұтын қайда құттық сайындар біттірей. Оны кенілер бұл қара оғытчаттарға оғылырға интернат тұрғыстығычалары кегені кәджек нағада олдыдар. Оны маны көрін істейдені көрін мен манна Илья Егорович Ахлопқабы көрдім. Кені келгеннен көйте анялы мен ием Дорис Слепцова университет күлләбді түйден семейді доғырдылар еді. Онда бігеги Орджоникидзе за 5 друп один кафе трапезы гангер. Соседтылар бұппыт, боғылары біләбін, олады біләбін, бейбі бедер сәджәрі түйт көйте анемерескетінен бәттік сейбетім мен. Антон Георгий Алексеевич, Зинаида Федоровна Слепцовтар, бейбелерин наха седерсер, наха жоғын мағынығалар еді. Исестереттен жиннәр интеллиген, кендер саңыраллара, тутталлара, апталлара, жиелерин ihe астара, оғылырын иделлері, аймақтырыға сығына, жоны таптылара, дойдорын таптылара, де жиннәр интеллигенлер еді. Ondan manda Romanov'a gördüm, ben daha öyle gördüm, gene bittiler. Ondan Gavril Alexeyevich Slepsov, ben manda intelligen söhbeti yanımın önüme. Onun ediyapem bağıramın, ben bu oğul dağıttan memnun ediyorken da bu kanuru aymaktarım, ben kanlas tabağa tarayını hilgin, törüt dağıttık bilgi. Bu Georgi Alexeyevich döpte o çıkıyasken söhbet ötsün, ben kanlas tarayıver kine isterdi. Kini aymaktara boğalatlar Ivan Arpita, bari bilemet, poet, süpesetpe sahralaktı öğretim. Onna Leonid Popov iyete, Mariya Ivanovna, onna kündük orastırıp iyete Sofya Ivanovna boğalatlar. Onun bu kırcık tağını uluğan key aymakta törevit onna lampalaska, kinir osastır aspıda. Onu toğsastırıktan kütüyken qarağı soğuktar, oldu bollar, qahandağını berin döydülürün unnuvattar ede. Töhle akinlerge elbe qaymaq, öğrenmeti boluy, töhle qaymaqtarga kömörüsmekleri boluy. Onu Bigi Türevit Gürger Alexeyevich, Bigi Türevit Balkan oğulurun iyidel bıda, kolala ulidanı, nahan çüydük ippittire. Oluq, bihim sırrı edivit, kine sılaya soğulu baralardık üneydi.
Он это был хан Ролов, был Георгий Алексеевич, Балкан Оталар Наталья, Барабо Амен Барай Махтыгы. Он это выбили по парам. Лия. Пантелеймон Иванович, примите от нас, пожалуйста, скромный подарок. Спасибо вам большое, что вы Так, извините, Оксана Отчество. Единично. Оксана Ильична, пожалуйста, эли дед пиккин, мüşrifat sağlarının burayından bu öbürleri tustandan bu günlük orası bir tustan bu ibana bir de konu çebat kahveni uyarı. Ona zinadan ne bu miha, lidandan ne bu miha keddatara. Вот мы, значит, здесь родственники моего первого учителя, дорогого Алексея Георгия Алексеевича Слепцова, Зинаиды Федоровны Зыковой, очень хорошие слова сказали. Ну, сейчас у нас время потихонечку бежит. Кто хочет потом говорить, пожалуйста, поднимайте руки, говорите или записку пишите сюда. Яре Николаевне, и мы будем, конечно, желающим всем давать слово, а сейчас мы пойдем по сценарию.